В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии Екатерина Карпухина. Здравствуйте. Главный финансовый документ Якутии. Сколько доходов регион получит в следующем году? В Якутске прошло третье пленарное заседание Госсобрания Илтумен. Как и где будут проходить подъездные пути к мосту через Лену? АСН Николаев провел выездное совещание в поселке Табага. Ценой своей жизни спас 3 детей. Родители погибшего якутянина Ивана Лисовенко пытаются добиться присвоения ему знака за спасение утопающих. На страже здоровья малышей. В Международный день педиатров наши коллеги из Алдана рассказали о том, как обстоят дела с детскими врачами в районе. В Нерюнгри гостят самые известные лица планеты. Выставка восковых фигур приехала сюда из Санкт-Петербурга. Два ребенка пострадали при пожаре, произошедшем в Якутске на улице Каландаришвили. Тела детей вынесли без признаков жизни. Об этом нашему телеканалу сообщил источник в экстренных службах столицы. Детей увезла карета скорой помощи, однако спасти их не удалось. Смерть подтвердили в Следственном комитете. Детям было не более 10 лет. Следственным отделом по городу Якутску, Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха-Якутия проводится процессуальная проверка по факту обнаружения 2 тел несовершеннолетних при пожаре, произошедшем в городе Якутске по улице Каландаришвили, дом 25. По итогам процессуальной проверки будет принято соответствующее решение. Другим темам. Взносы в систему обязательного медицинского страхования за детей и пенсионеров должен платить федеральный центр. Добиться подобной передачи полномочий пообещала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сенаторы будут настаивать, чтобы лекарства для всех пациентов с редкими заболеваниями закупал Минздрав, а деньги на обязательное медицинское страхование за неработающих граждан должны идти не из регионального, а федерального бюджета. По словам Матвиенко, парламентарии уже обращались в Минфин с предложением частично снять с регионов такое бремя и перевести на федеральный уровень уплату взносов хотя бы за детей и пенсионеров. Первоначально представители ведомств инициативу поддержали, но позже Минфин отказался от этой идеи. Размер пособия по безработице в России со следующего года увеличится. С нового года также впервые появится пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста. Для них минимальное пособие составит 1500 рублей, максимально 11 280. Как ранее заявлял министр труда России Максим Топилин, в связи с увеличением пособия по безработице субвенции регионам на выплаты безработным также увеличится. В Якутии установили величину прожиточного минимума за 3-й квартал текущего года. В целом по республике на душу населения она осталась на прежнем уровне и составила 16 463 рубля. Величина прожиточного минимума рассчитана на основе данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики. Стоимость продуктов питания в среднем на душу населения по республике по сравнению со 2-м кварталом снизилась на 3 рубля и составила 7 298 рублей. А вот качество продуктов в Ленске оставляет желать лучшего, считает большинство горожан. Для того, чтобы исправить ситуацию, сотрудники Роспотребнадзора в рамках недели качества провели семинар с предпринимателями района по профилактике и снижению нарушений. Об этом в следующем сюжете. Практически каждый житель Ленска хоть раз встречался с просрочкой в продуктовом магазине. Но кто-то закрывает глаза и проходит мимо, кто-то указывает продавцам на маркировку товара. Нередко просроченный срок продукта ленчане обнаруживают уже дома. Тут каждый тоже действует на свое усмотрение. Ну, конечно, как и везде, естественно, просрочка бывает. Однозначно. Что вы делаете в таких случаях? Ну, так, чтобы вот мне, так, чтобы попалось, чтобы я принесла домой как-то. Я обычно какие-то продукты определенные беру, но то, что я беру, не попадалось. Но люди жалуются. Просто возвращаю. Принимаю, да. Без проблем принимают все. Ну да, бывало. Да. Реагировали, конечно, хорошо. Сразу с заявлением совсем. Ну сдаю, почему? Не, я сдаю просто в магазины, все принимают и все. Мне достаточно. Продавцам просто говорю, что уберите с прилавка. Есть некачественные продукты. Вот привозное мясо особенно, это бразильское, вообще это не рекомендую брать. Ну, то, что местные производители мясо вот привозят, это хорошее мясо, наше местное. Я ни разу не возвращала. Ну, смотря еще. Смотря что как бы. А так ничего не возвращала. А так, да, и соки бывало даже просроченные попадались.
На семинаре, который провели сотрудники Роспотребнадзора в Ленске, большое внимание было уделено как раз вопросам качества продукции и ее маркировки. Ленчане не раз отметили, что товар на прилавках встречается перефасованный. Еще раз хочется отметить для тех предпринимателей, которым по тем или иным причинам не удалось поучаствовать в данном семинаре, что расфасованные товары с указанием веса на упаковке изготовителя не должны быть перевзвешены. И аналогично такая же ситуация у нас по табачной продукции. Витрины с табачными изделиями должны быть закрыты с указанием перечня. Подобный семинар в целях профилактики среди предпринимателей проводится второй раз и весьма продуктивно. В этот раз количество участников было больше. Осветили не только вопросы качества продукции и маркировки товара, но и другие. Темы на семинаре освещались такие, как маркировка пищевой продукции, производственный контроль его, организация, проведение, реализация табачной продукции и вопросы по защите прав потребителей, связанные с обманом, обсчетом, обвесом и введением в заблуждение относительно потребительских свойств товаров. Также были приглашены специалисты из районной администрации для разъяснения вопроса о ценообразовании потребительской корзины и сотрудник ветеринарии. Предприниматели согласились, что такие встречи нужно проводить. Со следующего года будет снят мораторий на плановые проверки магазинов и общепитов. И с сотрудниками Роспотребнадзора предприниматели будут встречаться регулярнее. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают педиатры, люди, которые возвращают и сохраняют самое дорогое – здоровье детей. Пару лет назад в Алданском районе вопрос с детскими врачами стоял остро. Сегодня служба укомплектована полностью. Однако работы у педиатров меньше не стало. В будни службы окунулись наши алданские коллеги. У Ларисы Агатской завершается прием. Затем она отправится по домам. Зимой малыши болеют часто, и вызовов у участкового педиатра много каждый день. По пути врач заедет еще в несколько домов. Проведает не только детей, но и их родителей. На участке Ларисы Николаевны из нескольких сотен семей 14 неблагополучные. Мы должны навещать вот эти семьи неблагополучных, чтобы вовремя изолировать ребенка, если болеет ребенка, пролечить, оказать нужную помощь ребенку. Потому что это самые беззащитные у нас пациенты. Лариса Николаевна отдала медицине 40 лет. Сейчас на ее участке почти 800 детей. Всего в Алданском районе в стационарах и на амбулаторных участках на страже здоровья малышей стоят 15 педиатров. Еще пару лет назад ситуация с кадрами была острой. Сегодня же служба укомплектована полностью. Доступность медицинской помощи возросла, однако работа детских врачей легче не стала. Педиатр знает каждую семью у истоков, потому что он воспитывает и лечит и наблюдает не одно поколение, не только детей, но и тех детей, которые в последующем становятся взрослыми, сами становятся родителями. Ирина Темба легко находит общий язык как с малышами, так и со школьниками. Это пришло не с годами, хотя Ирина Васильевна работает педиатром уже 35 лет. Умение понимать пациентов было изначально. На участке Ирины Васильевны около 800 детей. Она также ведет свыше 200 подростков. 1000 человек – нагрузка большая, но сложности в работе для Ирины Васильевны в ином. Бумага. Очень много бумажных дел. Больше занимаешься бумагой, чем лечишь. Но стараемся, конечно, обращать внимание на детей-то, конечно, больше. Но без этого никуда не деться. Сплошная бумажная работа. Такого раньше не было еще 5-6 лет назад. Многолетний опыт отнюдь не означает отсутствие сомнений в каждом конкретном случае. Напротив, чем выше профессионализм, тем больше вопросов врач задает себе. Впрочем, признаются педиатры, иногда бывает не так сложно с детьми, как с их родителями. Позднее обращение родителей бывают запущенные случаи, поэтому мы всех родителей призываем в случае заболевания ребенка не заниматься самолечением, а обращаться к узким специалистам, в частности к участковым педиатрам. «Мои дети» – так педиатры говорят о малышах своего участка. В профессиональный праздник детские врачи желают своим подопечным не болеть и расти здоровыми. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Акция «Благотворю» продолжает помогать. Она проходит в Мирнинском районе. Следующая история о мальчике Ростиславе Каулине и его сильной семье, которая борется за каждый шаг малыша. Наталья Николаева продолжит. Весной семья Каулиных обратилась к мирнинцам с просьбой помочь приобрести специальный аэрокомбинезон для сына Ростислава. У мальчика детский церебральный паралич. В свои 4 года он уже многое перенес. Курсы массажа, ЛФК, уколы уже дают положительные результаты. Нам нужно будет приобрести тутара, это специальная обувь. Потом аэрокостюм
это вот костюм космонавта по-другому. То есть вот его надуваешь, ставишь ребенка, и ребенок начинает чувствовать свое тело, привыкать, учиться держать равновесие. Буквально за сутки мирницы собрали необходимую сумму. Аэрокомбинезон родители купили через неделю и отправились на лечение. Ручки переставляй, иди. Иди ко мне. Иди. Вот так, сквозь слезы, страдания и боль, 4-летний Ростик делал свои первые шаги. Позади операция и длительный курс реабилитации, но результаты налицо. Мальчик самостоятельно ходит. Благодаря собранным деньгам мы купили ему костюм аэрокомбинезон, мы в нем занимаемся. Купили ему специальную обувь, в которой тоже занимаемся. Вот сейчас в начале сентября мы слетали на реабилитацию в Новосибирск. Он стал намного подвижнее, стал лучше стоять, держать равновесие, еще больше говорить, залазить сам на диван. Вот нам подарили шведскую стенку, теперь караулю, потому что он туда уползает, пытается сам заниматься. Его день теперь расписан по минутам. Тренировка, гимнастика, бассейн и так ежедневно. Для занятий дома приобрели шведскую стенку. Малыш с удовольствием занимается, ползает, встает у опоры, быстро садится. Вставай. Садись. Садись, покажи. Вот. Вставай. Вставай. Вот. В общем развитии Ростик не отстает от сверстников. Уже умеет считать и учит буквы. А на вопрос, кем хочет стать, дает совсем не детский ответ – защитником, чтобы мама улыбалась. После чего показывает еще одно из последних достижений. Опа! 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 Вот так. Ну все, хватит. Наталья Николаева, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». Сейчас небольшая реклама. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части итогов дня. Главный финансовый документ Якутии – сколько доходов регион получит в следующем году. В Якутске прошло 3-е пленарное заседание Госсобрания Элтумен. Ценой своей жизни спас 3 детей. Родители погибшего якутянина Ивана Лисовенко пытаются добиться присвоения ему знака за спасение утопающих. В Нерюнгри гостят самые известные лица планеты. Выставка восковых фигур приехала сюда из Санкт-Петербурга. Телеканал «Якутия-24» продолжает свой эфир. Как и где будут проходить подъездные пути к мосту через Лену? Сегодня Айсан Николаев провел выездное совещание в поселке Табага. По словам главы региона, остается много вопросов, которые необходимо решать на уровне республики. При этом Айсан Николаев подчеркнул, что вопросы по трассировке подъездных путей к Ленскому мосту должны быть решены и представлены уже в первой половине декабря на заседании научно-технического совета в Минтрансе страны, на котором будут рассматривать вопрос по проекту строительства этого сооружения. Если по старому проекту подъездные пути к мосту располагались в районе Старой Табаги и занимали практически 150 участков, принадлежащих частным лицам, то в новом проекте проходка путей через село должна занять минимальное количество – порядка 35-36 участков. И сегодня по итогам выездного совещания мы этот проект, именно вариант, приняли как основной. Дано поручение в адрес председателя рабочей группы Бычкова, в адрес Министерства транспорта, строительства, Министерства имущественно-земельных отношений и городского округа Якутск после проведения научно-технического совета при Минтрансе федеральном, если будет принято решение о поддержке дальнейшей разработки проекта строительства моста, мы вот эти все вопросы должны буквально в течение ближайших месяцев решить, согласовать и внести в документы территориального планирования. Проект 3-летнего бюджета республики приняли в первом чтении 3-го пленарного заседания Госсобрания Элтумен 6-го созыва. Также в повестку вошли новые кадровые назначения в правительстве и другие вопросы. В работе приняли участие 66 народных депутатов, рассказывает Марьяна Кутукова. Третье очередное пленарное заседание Элтумен началось с кадровых назначений. Народные избранники дали согласие. Евгения Григорьева достойна занять пост министра имущественных и земельных отношений республики. За ее кандидатуру поручился Айсан Николаев. Глава региона отметил, что Григорьева возглавляет министерство с 2011 года и является достойным представителем и защитником интересов республики. Под ее руководством разработаны основополагающие документы, которые определяют государственную политику республики в сфере имущественных и земельных отношений, в их числе концепция государственной земельной политики республики до 2020 года,
Земельный кодекс Республики Саха-Якутия, государственные программы по управлению государственной собственностью. Традиционно перед голосованием народные избранники задавали вопросы кандидату. Они касались дальневосточного гектара, кадрового обеспечения, а также мероприятий по увеличению доходной части бюджета республики. Увеличение доходов, конечно, возможно. Это с точки зрения и обеспечения поступления налогов от использования имущества, земельных налогов. В отношении же наших компаний это повышение качества и через повышение качества управления это обеспечение поступления как налоговых, так и неналоговых доходов. Рассмотрели депутаты и главный финансовый документ Якутии – проект трехлетнего бюджета в первом чтении. Обсудили его основные параметры. Например, по прогнозам в следующем году доходы составят 180 миллиардов 241 миллион рублей. Расходы – 181 миллиард 376 миллионов с дефицитом 1 миллиард 135 миллионов рублей. Особое внимание в законопроекте уделено оптимизации расходов по ряду госпрограмм. Также в приоритете увеличение объема инвестпрограмм. Она сегодня составляет порядка 89 миллиардов рублей. Мы бы хотели его довести порядка 11 с лишним миллиардов рублей для того, чтобы завершить все те объекты, которые у нас начаты и в них вложены, скажем, более 50% бюджетных средств. Также подхватить те объекты, которые предлагается финансировать с федерального бюджета, то есть наши долю в 8% мы тоже должны предусмотреть. Проект трехлетнего бюджета республики прошел все комитеты и публичные слушания. Поступило много предложений и изменений, поэтому депутатам Илтумена и правительству предстоит колоссальная работа. Срок до 20 декабря. Всего в повестке заседания 35 вопросов. Кроме трехлетнего бюджета республики, депутаты утвердили кандидатуру мирового судьи Булунского района. В повестке также вопросы введения полного запрета розничной продажи алкогольной продукции еще в 2 селах Якутии. Ряд поправок и изменений в отдельные законодательные акты. Обсуждение трехлетнего бюджета фонда обязательного медицинского страхования. Марьяна Кутукова, Владимир Павлов, Якутск. Представители технопарка Казахстана познакомились с якутскими стартапами. Советник генерального директора парка инновационных технологий Техгарден Ауэльбек Такжунов посетил сегодня технопарк Якутии. Спустя год сотрудничества стороны подписали соглашение о продолжении совместной работы, рассказывает Саргалана Захарова. Креветки из Якутии – словосочетание не из области фантастики, а вполне реальное явление в ближайшем будущем. Денис Шахтарин 2 года занимается разведением рыб. Стартап развивает на базе технопарка. Начинал с выращивания личинок. Сегодня целое производство с объемом в 4 тонны мяса мраморного сома. А теперь в процессе разработки собственной методики по разведению гигантских креветок. Его максимальный вес – это кило 200, но за год она достигает примерно 100-120 грамм. Для примера скажу, вот популярный рак, он в среднем весит около 40 грамм. Большие размеры, больше рентабельности у предприятия. Однако пришлось столкнуться и с трудностями. Каждая креветка сейчас содержится в отдельно взятом аквариуме. Как показала практика, эти создания оказались довольно агрессивными. И более сильная особь поедала слабую. Таким образом, из 20 подопытных креветок осталось на сегодняшний день всего 5. Эти особенности подтолкнули бизнесмена к идее создать отдельные боксы с автоматизированным устройством для кормления. Сейчас модель существует только как прототип. Для массового производства нужны финансовые вливания. С одной стороны, можно искать поддержку у государства. С другой, чтобы закрепиться, бизнесу нужно выходить на рыночные отношения. Но это, видите, так, это пока государство вас поддержит. А вообще вы должны в рынке быть свободными, себя чувствовать. Вы к этому готовитесь. И такова проблема у многих предпринимателей, уверен представитель казахстанского технопарка Ауэльбек Такжунов. В Якутии хорошо развито государственно-частное партнерство, но нужно работать над тем, чтобы бизнес работал с другим бизнесом. У бизнеса тоже должен быть интерес к инновациям, интерес к стартаперам, которые работают в этой области или в этой отрасли. То есть они должны давать какие-то свои технические задания, свои проблемы показывать. Добывающие предприятия Казахстана выделяют 1% от совокупного дохода только на инновации. Это ощутимая поддержка для начинающих предпринимателей. Обмен опытом – одна из главных задач сотрудничества 2 технопарков. Другая – акселерация якутских резидентов на рынке Казахстана и возможность заявить о себе на мировом уровне. Это информационный обмен, взаимодействие с резидентом. То есть мы хотим, чтобы их резиденты тоже к нам попали в наш технопарк. То есть предварительное согласование уже получено.
И проекты Казахстана тоже могут попасть к нам в технопарк, допустим. Почему нет? Накануне стороны подписали соглашение о продолжении сотрудничества. Решать проблемы бизнес-среды нужно вместе, уверены руководители. Саргалана Захарова, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Погиб как герой. Семья Лисовенко летом этого года потеряла единственного сына. Молодой человек, находясь в краткосрочном рейсе на реке Лени, ценой своей жизни спас 3 детей от неминуемой смерти. Сейчас родители погибшего добиваются того, чтобы ему посмертно присвоили медаль МЧС России за спасение погибающих на водах. Однако безутешные родители столкнулись с рядом бюрократических проблем. Подробнее в материале Дмитрия Тымырова. В июле этого года семья речников Лисовенко получила диспетчерское задание о выходе на островок Сахалин. Это в районе Жатая. По словам отца семьи, капитана Александра Лисовенко, им велено было охранять остров во избежание происшествий. В 4 часа вечера у меня сын мой пошел, значит, по территории этого острова с обходом. Пошел вместе со своей женой и сестрой. Когда они туда пришли, 3 подростков гуляли по мелководью и направились в сторону глубины. На что он им сказал, типа, что в той стороне глубина и не стоит туда идти. Но подростки не послушались и через какое-то время начали тонуть. Услышав крики о помощи, Иван Лисовенко побежал их спасать. 2 он вытащил сразу, а 3 успел унести течением. Утопающего парень спасти все-таки смог, а вот выплыть самому сил уже не хватило. Тогда сразу после трагического случая семье Лисовенко в администрации Ленского бассейна внутренних водных путей пообещали ходатайствовать о награждении их сына за спасение утопающих. Однако, со слов родителей, ничего не было сделано. Безутешные родители написали письмо мэру Якутска и руководству региона. Ответ от администрации и правительства получили. В нем сказано, что для награждения требуется акт от организации, в данном случае от Ленского бассейна внутренних водных путей. Должны собрать бумаги наша администрация. Вот. Они им направили, также мне вот сказали и написали здесь, что они им отправили письмо, значит, то, что должны собрать. И там, значит, в перечне есть акт. В то время, когда сюжет готовился к выходу в эфир, суд состоялся. Ранее родители погибшего Ивана подали иск на работодателя. Суд удовлетворил их иск и потребовал, чтобы организация признала, что молодой человек погиб на рабочем месте. После суда руководство Ленского бассейна внутренних водных путей дали нам комментарий по данному делу. Как нам сказали, еще в начале октября, когда родители только вышли на них, в администрации сразу начали собирать документы о награждении погибшего. В данный момент, в соответствии с указом президента Российской Федерации номер 1099 от 7.9.10 года о мерах по совершенствованию государственной награды системы Российской Федерации, готовится пакет документов для направления в отдел по государственным наградам и геральдике управления государственного протокола и государственных наград администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия для предоставления посмертно государственной награде Лисовенко Ивана Александровича. Однако признавать то, что Иван Лисовенко погиб на рабочем месте, руководство Ленского бассейна внутренних водных путей отказывается. Они не согласны с решением суда и собираются его обжаловать. Дмитрий Тымыров, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Россияне собирают средства на возведение храма, посвященного победе в Великой Отечественной войне. Такое решение приняло Министерство обороны страны. Храм будет располагаться на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Московской области. Строительство будет осуществлено за счет добровольных пожертвований граждан, в том числе меценатов и всех заинтересованных организаций. Открытие планируется к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Средства на строительство храма можно направить по реквизитам, указанным на сайте Министерства обороны страны. Первые команды чемпионата мира по масс-рестлингу прибывают в Якутск. Сегодня утром прилетели сборные команды из Казахстана и Монголии. Завтра ожидается приезд 11 команд. В их числе представители Америки, Бразилии, Польши, Германии, Венгрии, Финляндии и другие. Спортсмены будут проживать в Центре спортивной подготовки «Триумф», а тренироваться в спорткомплексе «Мадун». Главным судьей назначен судья международной категории Павел Фетисов из Казахстана. Сегодня состоялась встреча с министром спорта Якутии. Были обсуждены рабочие моменты по судейству. Напомним, 3-й чемпионат мира по масс-рестлингу состоится 24-25 ноября. Каждый спортсмен, он готовится. Никто сюда не приехал проигрывать, ни один из спортсменов. Все готовы побеждать, все хотят этого. Но, конечно, здесь все зависит от того, как они смогут реализоваться, потому что есть момент волнения, есть момент того, что это как бы ты находишься
на родине масс-рестлинга, и ты понимаешь, что якутские спортсмены, другие спортсмены, они все готовятся. Есть достаточно опытные спортсмены. Быть ответственным за 50 человек в судействе – это, конечно, большая ответственность. Ответственность, чтобы соблюдать все правила. На площадях Якутска начали устанавливать новогодние ели. Самой высокой в регионе будет республиканская елка на площади Ленина. Ее высота составит 19 метров. В этом году она собирается из искусственных веток. Ее украсят более 5000 новогодних шаров, 200 снежинок и 200 гирлянд с 36 тысячами лампочек. Зажжение по традиции состоится 1 декабря в рамках Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии». В Нерюнгри из Санкт-Петербурга приехала выставка восковых фигур. Копии известных людей, героев фильмов, политики, античные персонажи. Всего более 60 экспонатов. О том, как их изготавливают и чем выставка будет интересна не только взрослым, но и детям, в сюжете Екатерины Павловой. Музей восковых фигур – уникальное место, где мы вблизи можем рассмотреть лица и фигуры известных личностей, которых вряд ли мы встретим на улице. Но когда нам еще выпадет шанс сделать селфи с президентом? Фигуры не вызывают страха, скорее любопытства. Хочется рассмотреть повнимательнее. Мимические морщины, улыбка, взгляд, жест – это делает скульптуру похожей на своего реального прототипа. Музей восковых фигур в Петербурге работает уже почти 30 лет. У него собственная мастерская, откуда выходят новые фигуры в натуральную величину. Над созданием одной фигуры работает 40 человек, 15 разных профессий. Довольно-таки кропотливый труд. Очень долгий процесс уходит над отливкой воска и созданием изначально гипсового слепка. Затем уже приступают к работе гримеры, пастижеры. Пастижер – это человек, который впаивает в голову волосы. На выставке представлены также экспозиции с аномалиями человеческого тела, которые реально жили в разные времена, в разных странах. Здесь две сросшиеся головы, то есть четырехглазый человек, Джон Столкер, недоразвившийся череп, возможно, это даже двух сиамских близнецов. На этом экспонате Билл Дрекс, трехглазый человек, зайчья губа, которая разделила переносицу на две части. Там образовался еще один третий глаз. Человек-носорог получил свое название благодаря тому, что у него вырос жировик на хрящике носовой перегородки, и то есть он стал выглядеть как человек-носорог. В процессе экскурсии можно узнать легенды, мифы и исторические факты. Выставка впечатлила, особенно мумия на втором этаже. Это шедевр просто. Как говорят сами работники музея, особой популярностью пользуются персонажи в стиле фэнтези. Ну и как можно пройти мимо этих любимчиков из наших сказок? Привет, Добби! Над тем, чтобы гастролирующая коллекция была интересна как взрослым, так и детям, работают психологи. Именно они подбирают персонажей для выставки. Для того, чтобы люди могли прийти с семьей, отдохнуть и сделать себе фотографии на память со своим любимым персонажем. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. Телеканал «Якутия-24» продолжает следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.